Деревья посадили, не ухаживаем, она высохла. Мне кажется, самым зеленым местом в районе 23-й школы, в которой я учился и заканчивал. Ну, мало зелени, деревьев мало. Город очень красивый, люди очень красивые, природа очень отличная. Ну, я живу рядом с парком, ну там вот прям хорошо погулять. Считаю, что озеленение города это плохо, потому что появится много комаров. Ну вообще, в принципе, зелени не хватает. Ну, если из 10 баллов, на сколько оцениваете? На 6. Здравствуйте, я не местная, Забайкальского края, Чита. Уже который день в Якутске. Город достаточно красивый, да, ну озеленения немножко не хватает. Хотя... Ну, наша школа, Телейская средняя школа Чурупчинского улуса, в прошлом году на педагогической ярмарке защитила проект «Питомник саженцев». Ну, вообще в Чурупчинском улусе это проблема, да? Посадка саженцев, уход, озеленение – это у нас проблема всего улуса. Поэтому вот работаем, первый год у нас работа с таким проектом, и в этом году подключили детей. У нас рядом со школой мы организовали участок, и вот 4 дня назад мы приехали с детьми в сам ботанический сад, чтобы познакомить детей. И мы остановились в самом ботаническом саду, чтобы рядом тут почувствовать, познакомить детей с разновидностями растений нашей республики и почувствовать работу земледелия. И сегодня на сегодняшний день у нас уже 4-й проект. Мы уже собираем сорняки. Вот Татьяна Сергеевна очень хорошо организовала наш план работы. И каждый день у нас все новое, и дети узнают очень многое. Уходом за цветами Хойтанов Айдын, ученик 6 класса. И вот мальчики Саян и Арылхан. Осторожно, снизу. Вот сорные растения, они также питаются этими органическими веществами, как культурные растения, поэтому их надо убирать, сорняков. Это постоянно. У них каждое растение дается площадь питания. Если вот этой площади питания растут сорные растения, они уже мешают. Бүгін оғылар болағана бұл жет ағар үйнер себеккелер кітті білістілер. Онна кенелері көріуге, істеге, сығын растырға удобрениялар кітті білсендер. Бүгін бұл себеккелер кітті өлі бит. Участагар бейхэ отомнок мастары онна үшөй бай гармония ден проекта қабет. Западная, восточная, онна бұл төрүт аска тұттылар үйнәйлер тұстарынан кәпсәбіде. Онна бейге лук олардығы көміліс бүппіт. Онна отта қантары бейхэ амсатарға ден қомиян бербіде. У нее тоже были еще. Bu daha şu dekoriner olur. Голубая ель ден bu. Это голубая ель. Новый год, наверное, вот такие веточки видели, да? Такой красивый. Это посаженные это.
Меня зовут Илина Изольда Николаевна. Я инженер-исследователь, специалист по тропическим и субтропическим растениям. Интродукцией тропических и субтропических растений изучаем, как адаптируются растения в наших условиях вечной мерзлоты. Ну, вот видите, у нас все закрыто, крыша закрыта, потому что у нашего солнца очень такое, ну, прямое солнце и вызывает ожоги, перегрев растений, да? Поэтому мы прикрываем вот освещение 12 часов в день, в сутки, потому что субтропическим растениям очень важно, чтобы было очень яркое, рассеянный яркий свет. Температура у нас зимой 18-23 градуса. Ну вот, видите, прикрыто, поэтому сейчас температура у нас, ну, держится на 22-23. Это вот самое комфортное бывает. Доходит в самые жаркие дни, доходит до 34-35 градусов. Впрыскиваем постоянно, да? Влажность вот всегда поддерживается. Вот у нас здесь керамзит, чтобы поддерживать влажность. И зимой у нас влажность очень маленькая, 30-40 всего процентов бывает. Нормально? Нет, это у меня 9 бывает дома. Влажные субтропики, им нужно 70-80%. Ну, летом чуть побольше, конечно. Но держится у нас где-то около 70%. 63%. Температура 24, больше 24 градусов. А солнца нету, поэтому более-менее, да? У нас есть испытания интродукционные, у нас проходят растения очень давно, с начала 60-х годов. Как это растение англо-американское, ему 55 лет. И вот, видите, он, ну, вот адаптировался, он дает детки, он неплохо себя чувствует. Вот. И растения же приспосабливаются, умеют приспосабливаться к условиям обитания. И многие, ну, больше 160 растений у нас цветут, плодоносят некоторые. Значит, то есть они уже как бы адаптировались. Видите, вот цветут даже, вот, дают семена, некоторые дают плоды. Вот. Есть у нас плодовые растения есть. Есть вот, вот коллекция папоротников. Вот семя, это линии рога. Тоже вот растения такие. Пальмы растут. Даже умудряются, вот видите, цвести, и плоды даже появляются. Финики. Финики, да? Ну, финики, они, конечно, сейчас, ну, у нас не созревают, не успевают, но они появляются, финики, ну, каждый год. Каждый год эта пальма финиковая цветет и плодоносит. Да, они все растения короткого дня. Вот смотрите, вот кипарис растет тоже, ну, больше 40 лет. Смотрите, вон у него даже шишки созрели, значит, вот. Черенки. Где-то около 500 видов растений из 75 семейств, 70 родов. Ну, больше 2000 таксонов, ну, видообразцов, сортов. Да? Так, ну, кроме субтропических растений у нас есть еще и тропические растения. Вот, обитатели аридных зон Земли. Видите, это растения суккулент, они все накапливают воду в своих листьях. Есть стеблевые, есть листовые суккуленты, пахиподиум, вот у нас растут неплохо, себя чувствуют.
Да, мы занимаемся просветительской деятельностью. К нам часто очень приходят, особенно летом, школьники, студенты, и просто население. Мы занимаемся просвещением ботаническим. Еще расскажите-ка. Монстера деликатесная. Это его плод. Еще не созрел. Да, его. После этого он очень хорошо растет. Ему же тоже нужна земля. Вот олеандр. Ожогов нету. Вот начинают даже бутоны появились все. Видите, начинают цвести. Пока вот они. Тоже осенью занесем обратно. Я оцениваю озеленение города на 8. Из 10 баллов, да? Из 10 баллов. Что вам больше всего нравится, а что нет? Тут огороды всякие, растения. Хорошо выглядит. Упорядочено? Хорошо, спасибо. А что бы еще хотелось, может, на будущее? Не знаю, какие-нибудь деревья у дорог побольше. А то пыли много. Она очень печально, конечно, у нас по городу. Деревья посадили, не ухаживаем, она высохла. Видите, столько высохло, висят трава. Например, у нас на Ломоносова, перед Ломоносова 35, там года 3 назад посадили деревья. И забыли. Нет, не забыли. Забыли, конечно. И там стоянка образовалась. А в этом году дорогу сделали, там вроде какой-то желтый песок насыпали. А что там будет, я не знаю. Видел. Деревья были, а сейчас их нет. Столько денег угроблено. А вообще зелени в городе достаточно? Зелень вообще-то есть. Есть, да? Но она не ухоженная. Она не ухожена совсем. Например, они старые эти ели. Зачем садить ель в городе Якутске, в центре? Ель же она растет таком, как сказать, она же в тени растет. Соответственно, она красоту не дает, надо за ней ухаживать. Это в больших городах она голубая ель растет. А у нас, да. Дерево, да? Да. А тут у нас в городе Якутске посадить, например, вот смотрите, перед, как улица Аюнского, да, там рябиновые. Да. Почему так не сделать по городу Якутску? А если из 10 баллов вы на сколько оценили бы озеленение сегодняшнее? На 4, наверное, 3-4. Что-то и есть, я не могу сказать, что совсем плохо. Есть, но надо за ней ухаживать. Посадил ты его, за ней ухаживай, поливай, или что-то сделай, постриги. Совершенно справедливо. Да. И потом эти деревья, ивы, тальник же стоит, как называется, да? Да. Они же совсем сухие стоят везде, страшные. Надо же их, уход нужен. Надо отдельного специалиста или кого-то, чтобы ухаживал, работал по этому. В городе появился советник сейчас по озеленению. Наконец, первый шаг, да? Да, первый шаг. Что-то есть, но надо за ней дальше еще идти. Поливать надо. А то там который год уже в старом городе, там посадили тоже ели, посадили, там деревья посадили года, 5 лет назад, наверное, да. Там имена ветеранов. А деревья высохшие, это куда годится. И в этом сквере Победы, новый сквер Победы называется, да? Возле аэропорта. Там тоже деревья садили, когда только начали его строить. Эту площадь, да? Там деревья посадили, тоже высохли. Столько денег так на ветер.
Спасибо. Зачем? Больные точки. Да. Указали. И это самое главное, имена ветеранов там в старом городе надо обязательно обратить внимание. Зачем ставить свои эти имена, писать, если за ним не ухаживаешь? Спасибо. Да? Ага. Спасибо. Ну, вот с теми, то я думаю, только на 7 тянет. Было бы лучше, если было бы еще побольше зелени, цветов, как говорится. Ну и хотелось бы, наверное, чтобы были какие-то парки, где больше также погулять, посмотреть на все красоты, как говорится, да, и что-то такое добавить, не знаю. Ну, больше зелени, чтобы было по всему городу. Как-то так. А вам какие деревья больше нравятся, хвойные или лиственные? Ну, больше, наверное, хвойные. Они подходят для города? Думаю, нет. Скорее всего, в парках больше было бы хвойных деревьев красивее, чем в самом городе. А в городе, наверное, кустарники лучше бы подошли бы. Акации, бузина, ну или какие-нибудь кустарники. Все, спасибо. Спасибо. Мало зелени, деревьев мало. Одни эти тольники это пыль. Надо что-то такое, чтобы красивое было, зеленое. Ну, я если не знаю. из 10-бальной оценки, насколько оцениваете? 5. Средний. Можно больше, можем больше. А что бы хотели увидеть в городе вообще? Сосны, наверное, может быть. Они подходят для города? Березки, не знаю. А что лучше? Не подходит, что думаете? лучше, растения, это, Цветы. Лиственные или хвойные? Да и то красивое же. Нет? Ну, за хвойными ухаживать Да? дороже. Тогда если из ценовой политики, то тогда, конечно, проще такие. А есть районы, которые вам в городе озелененные нравятся? Здесь, наверное, только в центре. Весь центр или локально вот где-то здесь? Где-то вот локально, да, в Ленина. Там дальше что-то скромно пока еще. Да? Ну да. Но я живу на площади, на этой Орджоникидзе. Я бы не сказала, что там у нас прям все зелено. Все вырубили и посадили вот эти маленькие. Ну, может, когда-то в следующем году будут они... Или когда? Через лет 10 будут большие. Не знаю, сколько надо, чтобы они росли? Минимум 5. 5 лет. Ну вот, видите, через 5 лет, может, будет красиво, не знаю. А так все вырубили же, там сделали вот эту площадку, все зацементировали. Ну, то есть тот, кто ремонтировал, по идее, должен был вас... Конечно. Должны были посадить деревья, оставить. Это же как бы все равно, как красиво же, нет? Да. Ну, когда так сажали клены... Цветочки тогда, помните, сажали на Оржанке, вот эти цветы были, всякие вот эти, как они, клумбы такие большие. Сейчас что-то ни одной нет, да? Ну, видимо, нету. Вы их не видите? Я не вижу, не знаю где. Где они их посадили. А вообще вот стараются все-таки что-то делать или как бы вы недовольны тем? Хотелось бы. Хотелось бы? Конечно. Как дипломатично. Да. Хотелось бы, чтобы делали побольше. И покрасивее наш город. Спасибо. Все, Спасибо большое. Спасибо. Побольше деревьев, побольше... Ну а сейчас зелени. вы довольны тем, что вот в городе сегодня? Да честно, не стесняйтесь, это не политическое, так сказать, мероприятие, это абсолютно вот. Просто мы работы ведем, связанные с озеленением, и вот хотели бы узнать мнение людей. Если оценить с 0 до 10, где-то на нашу 6-7. Ну а вы довольны вот составом растений, там деревья красивые, некрасивые, кустарников много, мало? Что бы хотели? Что бы хотели? Вот вообще, что бы хотелось увидеть, вот как для себя? Просто побольше деревьев. Каких? Хвойных, лиственных, берез? Честно, не особо разбираюсь, вообще лиственных, берез побольше, наверное. Берез, да? Да. А здесь в городе есть район, в котором вам очень нравится? Я живу рядом с парком, там вот прям хорошо погулять. Считаю, что озеленение города это плохо, потому что появится много комаров. А чтобы их травить, нужно выделять дополнительные деньги. И это опять же отравляет воздух. Тогда какой смысл от озеленения города? А что, лучше пустыня? Да. Город как бы, тут люди живут, они же всякие животные. А запыленность города вас устраивает? Запыленность никак не зависит от растений, на мой взгляд. Нужно просто хорошо чистить дороги. А вот сегодня нынешнее состояние вам нравится города? В целом да, но хотелось бы меньше зелени. О, интересно. Спасибо. Спасибо, интересно. Очень интересно.
Меня зовут Исхакзай Хикмат, я врач, я гастроэнтеролог, сейчас работаю на областной больнице, из Афганистана. Очень хорошо. Вы знаете, у меня это был очень хороший опыт, потому что раньше, когда я не приехал здесь сюда, на Якутию, да, я смотрел много видео на YouTube, да, там много ютуберов, они сказали, это очень ужасно здесь, природа здесь очень плохая. Если человек хочет жить здесь, это будет у него сложнее. А когда я приехал здесь, потом я смотрел, здесь очень добрые люди, очень хорошие люди, природа. Посмотри сейчас. Я думаю, сейчас я живу на мой родной город, потому что где я работаю, там уже очень хороший, добрый человек, а мой сосед. Честно, я не думаю, я буду иностранец. Как я живу? Я думаю, это мой родной страна. Поэтому мне очень нравится это город Якутск, мне нравится эта страна Россия. Здесь точно очень хорошие люди они живут, честно. Это мой опыт. А вот вообще обстановка, природа, как вам? Природа очень отличная. Только на зиму немного это холодно, а лето это очень красивый. Город очень красивый, люди очень красивые, природа очень отличная. Это хорошее. Мне очень нравится. А что-то хотели бы увидеть здесь другое, больше чего-то? Конечно. Да. Вы знаете, 2 недели назад я ходил там, здесь в Якутске, это был Новый год, Якутский Новый год, да? Я ходил там, был очень, я смотрел много народу, много. Сейчас я знаю, да, когда я приехал сюда, сейчас я знаю, это люди очень хорошие, очень современные, очень богатые. Костюм есть, традиция есть. Мне очень нравится это. Ой, очень большое спасибо. Спасибо. А вы? Ну вообще, в принципе, зелени не хватает. Ну, если из 10 баллов, на сколько оцениваете? На 6. На 6. А что бы хотелось увидеть? Хвойные кустарники? Нет, скорее лиственные. И есть такая проблема, что при выезде из домов, да, из дворов, где-то не выстрижены деревья, а где-то наоборот слишком лысо. Неухоженно, да, так сказать? Да. А вообще, какие районы вам какие-то нравятся, в которые с точки зрения зелени? Ну, самое классное место, конечно, это где Сургут, по-моему, да? Или Новник. Да. У них очень красиво, очень классно. Могло бы быть лучше, наверное. В нашем городе, да, но понимаю, что бюджет, конечно, огромный, но хоть немножко. Не настолько он и велик, но это хотелось бы. Спасибо большое. Настроение поднимает. Спасибо, всего хорошего. Ну, во-первых, конечно, у нас условия, все-таки надо признать, вечной мерзлоты. Тяжело у нас приживаются растения, тем более, значит, непосредственно в городе. Ну, нам бы не оправдание, нам бы оценку состояния сегодняшнего. А, оценку? Да, оценка нужна. Ну, оценка озеленения. На сколько баллов из 10? Из 10? Да. Из 10 баллов я бы поставил 3 балла. Да. И меня, значит, еще хотелось бы, чтобы при разборе зданий всяких в городе и так далее, чтобы вот эти пеньки от деревьев надо вынимать полностью из земли. Потом мерзлота их выталкивает, они ломают, значит, выпирают кочками вот эти пеньки и ломают асфальтовое покрытие. А из каких районов вам самое зеленое кажется? Кажется мне? Да. Мне кажется, самым зеленым место в районе 23-й школы, в которой я учился и заканчивал. Там огромные деревья высотой выше вот этих 4-этажных КПД домов. Вот они хорошо растут. И трава там, и все там зелено, очень хорошо. Район 23-й школы, я вот оцениваю, там неплохо. А в целом, в самом центре, все-таки из 10 баллов я поставил бы все-таки оценку 5. Из 10 баллов. Здравствуйте. Здравствуйте, я не местная, Забайкальского края, Чита. Уже который день в Якутске. Город достаточно красивый, да, ну, озеленения немножко не хватает, хотелось бы побольше. А если можно из 10 баллов, ну сколько оцениваете? Сам город? Да. На 10. Из 10 10? Да, мне очень понравился ваш город, правда. Ох. А что бы хотелось вот увидеть больше здесь, скажем, ну, вы свежий человек, свежий взгляд? Ну, блин, у вас очень, мне кажется, уютно, чисто, красиво. Это очень такой редкость даже, я вам хочу сказать.
Это после Читы вам кажется? Да, это после Читы, мне так кажется. Вообще мы приятно удивлены, конечно. Да, у вас очень клево, особенно летом. Цветов хватает, кустарников? Да, мне кажется, все хорошо. Ой, спасибо большое. Ну, приятно, вообще удивительно. Спасибо большое. С точки зрения зелени. Да. Очень нравится? Да. Из 10 баллов я заметила то, что вот озеленение проходит, и я прямо, очень эстетично выглядит. Мне понравилось. Ну, из 10 баллов, вот нынешнее состояние, из 10 баллов, насколько оцениваете? 10. На 10? Да? Вам добавить ничего не хочется? Чтобы еще получше сделать? Это... Нет, наверное. Уже хорошо. Уже хорошо? Это просто удивительно. А какие-то бывают места, которые вам, в городе вот нравятся точно, совершенно с точки зрения зелени? Отдохнуть, посидеть, передохнуть? Центральный. Кинотеатр? Там, где центральный округ. Там. Ясно. Спасибо большое. Спасибо. Не знаю. 10, наверное. 10, да? Чего-нибудь хотелось бы в городе изменить? Что-нибудь? В центр это нормально, вот типа... Окраины? Окраина, ага. А тебе нравится город? В этом году очень нравится. А какой район лучше всего для тебя? Вот этот район. Этот? Центральный? Да. Спасибо. Спасибо большое. Всего хорошо. Очень поражаюсь, что зеленый Якутск. Очень много зелени. Особенно вот около города. Но в городе в самом, конечно, трудно здесь делать. Но озеленение идет. Вот главное, чтобы это сохранялось. Хорошо бы сохранялось. Вот это главное. Потому что в таких местах делают, где потом машины туда заезжают. Вот это очень плохо. А так, я даже вот на даче, у меня настолько озеленело, что я не вижу машин, идущих по дороге. Это плохо. Вот такое дело. А так город действительно у нас заметно похорошел. Заметно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Город оцениваю на 8 имболов. На 8? На 8, ага. Погромче. А какой район из этих всех нравится наиболее такой озелененный? Центр. А окраины города? Или вы там окраины города не очень, если честно сказать. А какую зелень вы бы хотели увидеть? Лиственную, хвойную, кустарники? Больше кустарники, наверное, типа шиповники. Какой-то красочные цвета не хватает. То есть все-таки красочности именно не хватает? Да. Здрасте. А так, конечно, зеленые. Они всегда хорошие. Ясно. Но у вас есть какие-то пожелания, вот что бы нужно было сделать, чтобы было лучше? Посадить больше, ухаживать больше, там какие-то? Ухаживать больше надо. То есть растения есть, да? Да, растения есть, в общем, но не хватает ухоженности, приятный глаз, не очень приятно, смотреть. Как сделать так, чтобы молодежь бережно относилась, не ломала зимой там, внизу, трубки очень зимой? Так, это вопрос сложный, да. Я не знаю. Спасибо. Спасибо. Все. Спасибо. Всего хорошего.